Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С начала года на территории республики произошел 1531 техногенный пожар. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Какие причины приводят к возникновению пожара в жилом или производственном помещении, расскажет гость студии Александр Гайдей, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по республике. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова сейчас статистика пожаров на территории Якутии и есть ли увеличение? Ну да, как вы уже сказали, на сегодняшнее время на территории республики произошел 1531 техногенный пожар. За аналогичный период прошлого года произошло 1783 пожара. Таким образом, снижение составило более 15%. К сожалению, в результате пожаров погибло 42 человека. За аналогичный период прошлого года у нас погибло 70 человек. Таким образом, снижение составило более 70%. Также у нас в результате опасных факторов пожара травмы получили 52 человека. За аналогичный период прошлого года травмы получили 56 человек. То есть в данном направлении мы тоже видим то, что количество травмированных снизилось более чем на 7%. Таким образом, по основным направлениям пожаров, по количеству пожаров, по травмированным, по погибшим, у нас наблюдается снижение по всем трем факторам. Основным местом возникновения пожара является у нас, так же как и в прошлом году, является жилой сектор. В жилом секторе у нас произошло более 600 пожаров, что составляет примерно 42% от общего количества пожаров. Скажите, а какая все-таки основная причина возникновения пожаров в осенне-зимний период? В осенне-зимний период у нас традиционно, как бы я сказал, являются три основных причины пожара. Конечно, первая, это самая основная, это неосторожное обращение с огнем. Вторая, это у нас является, конечно, тоже традиционное нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, электробытовых приборов. И третье, это у нас нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей отопления, котлов отопления, дымоходов. Вот три самые основные причины пожаров именно в осенне-зимний период, которые связаны с сезонным понижением температур. А вот какие мероприятия проводятся сотрудниками для недопущения увеличения количества пожаров, если причины возникновения хорошо известны? Нами, как Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Республике Саха-Якутия, проводится комплекс надзорно-профилактических мероприятий. Так, у нас с марта настоящего года на территории республики объявлен мораторий на проведение плановых контрольных надзорных мероприятий на те объекты, которые не подпадают под высокий и чрезвычайно высокий риск. Но, допустим, многоквартирные жилые дома у нас относятся к категории умеренного риска. Поэтому в этом году, с марта месяца, мы плановые контрольно-надзорные мероприятия не проводим. Но в то же время у нас остается возможность проведения неплановых контрольно-надзорных мероприятий на данных объектах. Причинами проведения данных неплановых мероприятий у нас в основном это идут жалобы граждан и организаций на нарушение требований пожарной безопасности, а также требования прокуратуры республики о проведении контрольно-надзорных мероприятий. Но также хочу отметить, что именно непосредственно в жилом секторе, непосредственно в жилых помещениях, а также в частных жилых домах контрольно-надзорные мероприятия не проводятся. То есть жилые помещения не являются объектом надзора для нас. Соответственно, мы там можем проводить только профилактические мероприятия. В основном, конечно, профилактические мероприятия – это совместные профилактические рейды. В основном профилактические рейды мы проводим с органами внутренних дел, а также непосредственно с работниками ГБУ, Государственная противопожарная служба Республики Саха-Якутия, в ходе которых наши сотрудники, а также сотрудники смежных ведомств раздают тематические материалы, листовки и тому подобные материалы для, так сказать, наглядной популяризации, соблюдения требований пожарной безопасности среди жителей, особенно среди детей. Александр Александрович, давайте вернемся с вами к теме пожаров, потому что есть еще такие помещения, как гаражи. Наверняка они тоже обладают статистикой по возникновению пожаров, по горимости. Да, к сожалению, вы правильно затронули эту тему. Гаражи у нас традиционно в осенне-зимний период, когда происходит снижение температур, являются объектами пожаров.
Вот, допустим, я хочу привести статистику, что с начала сентября по настоящее время, да, то есть по 10 октября, у нас на территории республики произошло 14 пожаров именно в гаражах. 14 пожаров в гаражах, ну, вроде бы цифра небольшая, но в то же время надо помнить, что практически всегда в гаражах находится техника, да, которая также практически всегда страдает в результате пожаров. Допустим, вот хочу привести пожар, который у нас произошел 29 сентября в Татинском районе. Там в результате пожара в гараже пострадало 6 единиц техники. Соответственно, причиной пожара, предположительная причина пожара, в настоящее время, конечно, еще проводится процессуальная проверка, у нас является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации дымохода котла отопления. Такие основные причины. Но причинами, конечно, в гаражах является, вот, как я уже сказал, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей отопления, котлов отопления. Также многие владельцы гаражей в ходе отопления своих помещений используют электрические плиты, другие какие-то электрообогревательные приборы. И, к сожалению, не рассчитывают, допустим, нагрузку на электросеть, потому что гаражи в большинстве случаев строились, да, много времени назад, когда предъявлялись одни требования к электропроводке, а сейчас используются те электробытовые приборы большей мощности, которые уже требуют, допустим, замены проводки. И, соответственно, со временем изоляция проводки не выдерживает и может возникнуть, к сожалению, пожар. О прецедентах мы с вами поговорили. Какое наказание предусмотрено по законодательству в отношении лиц, по чьей вине возник тот или иной пожар? Наказание у нас предусмотрено, если разделить на типы, у нас предусмотрено 3 типа наказания за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара. Это у нас уголовная ответственность, административная ответственность и материальная ответственность. То есть уголовная ответственность предусматривается по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это за неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, в результате которых пострадало чужое имущество, на сумму не менее 250 тысяч рублей. И также уголовная ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение причинения тяжкого вреда здоровью человека. Это по части 1 статьи 219 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также предусмотрена у нас административная ответственность по статье 20.4, часть 6.1. Это нарушение требований пожарной безопасности, если оно повлекло именно причинение ущерба чужому имуществу. А наказание у нас предусмотрено от 40 тысяч для физических лиц до 2 миллионов тысяч рублей для юридических лиц. И, конечно, виновнику пожара придется возместить материальный ущерб в порядке гражданского судопроизводства, если он будет признан, конечно, виновником пожара. Вот такие основные 3 типа ответственности за виновником произошедших пожаров. Александр Александрович, насколько известно, некоторое время назад проходили своего рода социальные акции по установке дымовых и пожарных извещателей в квартирах. Но помимо этого есть же еще и гражданское сознание, когда люди осознанно делают установку вот такого устройства у себя дома. Скажите, растет ли информированность населения о пользе таких устройств? Да, данную работу Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия проводит у нас с 2018 года. Конечно, это проводится все совместно с другими ведомствами и организациями, особенно с Государственным комитетом по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения республики. Также с государственным бюджетным учреждением Государственная противопожарная служба. Нами в этом году также продолжается эта акция именно по установке пожарных извещателей социально ориентированным категориям граждан на территории республики. Это в первую очередь именно многодетные семьи, одинокие ветераны, престарелые, инвалиды. То есть та категория граждан, которая самой затруднительно поставить, да, эти пожарные извещатели. Хоть и, конечно, они стоят немного, да, там буквально 500-600 рублей, простые автономные дымовые пожарные извещатели. Но иногда возникают трудности, да, с их приобретением, с их установкой. Поэтому таким категориям граждан мы совместно с другими ведомствами устанавливаем в ходе проведения социальных акций.
Но в то же время нами проводится именно разъяснительная работа в средствах массовой информации по необходимости установки таких пожарных извещателей. Вот, допустим, с 2021 года эта обязанность уже стала, так сказать, необходимой. Именно, но это касается, опять же, только вновь построенных домов. На дома, построенные до 2021 года, эта обязанность не распространяется. Поэтому мы, конечно, только можем разъяснять, да, и наглядным примером показывать, что установка данных пожарных извещателей, она необходима. И у нас в нескольких районах уже были случаи, когда действительно при пожарах сработали пожарные извещатели и непосредственно спасли жизни населения, в том числе людей. Как бы в большей степени я бы хотел сказать даже именно детей, потому что дети у нас и другие социально такие ориентированное население, оно нуждается именно в дополнительном оповещении при возникновении пожара. Да, действительно, существует знаменитое выражение «берегите детей от огня». Скажите, а вот какие контрольные и надзорные мероприятия есть для жильцов многоквартирных домов? У нас по 248 федеральному закону, который действует с июля 2021 года, в отношении многоквартирных жилых домов мы проводим плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия. В основном это проверки, конечно. Конечно, мы проводим данные мероприятия не в отношении жильцов, потому что, как я уже говорил, в отношении жилых помещений мы не проводим, мы проводим в отношении мест общего пользования. То есть это коридоры, чердаки, да, наружные лестницы. То есть в основном это проводится либо в отношении администрации муниципальных образований, либо в отношении управляющей компании, товариществ собственников жилья. И, соответственно, весь этот порядок у нас регламентирован 248 федеральным законом. Сроки и, допустим, периодичность у нас также установлена данным федеральным законом. Но, как я уже сказал, плановое надзорное мероприятие в этом году у нас находится под мораторием, то есть не проводится в отношении МКД, потому что они относятся к категории умеренного риска. Соответственно, мы при наличии оснований можем проводить только внеплановые контрольно-надзорные мероприятия, то есть неплановые проверки. И в завершение нашей с вами беседы скажите, какие требования необходимо соблюдать, чтобы избежать возникновения пожара? По требованиям я бы хотел сказать, что многие думают, что там какие-то особые есть требования, да. На самом деле все эти требования мы знаем, да, с детства, со школы. Это нужно соблюдать осторожность при использовании открытого огня, при использовании электроприборов, не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать за ними надзор несовершеннолетним, да, малолетним, то есть тем лицам, допустим, которые не могут осознавать своих действий, да, каким-то там престарелым, инвалидам и тому подобное, да, потому что очень часто у нас бывает пожары, допустим, в прошлом году было много пожаров, когда особенно родители оставляют детей без присмотра, уходят, да, куда-то по своим делам, и вроде кажется, там буквально какое-то незначительное время, там 15-20 минут, но в то же время ребенок успевает найти какой-то предмет, зажигалку, спички, да, и устроить пожар по детской шалости. Таких, к сожалению, у нас пожаров много, и, к сожалению, очень так часто, как часто, периодически возникают пожары именно с гибелью детей, а иногда не с одним ребенком, а с двумя-тремя, к сожалению. Поэтому основные требования — это как раз именно присмотр за несовершеннолетними детьми, соблюдать осторожность при обращении с электробытовыми, электронагревательными приборами, потом проводить монтаж электрооборудования теми специалистами, которые в этом разбираются. Также это относится, допустим, к монтажу и устройству печного отопления, потому что тоже вроде кажется обычная печь, да, что там такого сложного. Но в то же время, как я уже говорил, основная часть пожаров именно в гаражах, либо в тех домах, которые отапливаются печным отоплением, это из-за неисправности дымохода. Это большая часть пожара возникает. Поэтому еще раз хочу сказать, что все основные требования — это те, которые мы знаем и должны соблюдать. Но в большей степени это, конечно, халатность. Халатность, недосмотр тех лиц, которые допускают такие нарушения. Я благодарю вас, Александр Александрович, за очень интересную и актуальную беседу. И надеюсь, что после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.